Syna i Ducha Świętego. Amen. Spokój Wam i z duchem Twoim. 6-я неделя Великодная. Збираемся, как сегодня, в способ особливо похвалиться над словом «життё». Бо Иисус Христос з мертвых повстав, как дасть нам життё. Якое есть это наше життё. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охвяту. Spowiadajcie Bogu Всемогутному, и вам, братья и сестры, что зграшил я вельми, духою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за всюду Панну Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Божа, Владарю Небесный, Божа Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Отца, Які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи світу, прийми моління наше. Які сидиш праворужайся, змилуйся над нами. О, тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Всемогутный Боже, учени, кому в эти радостные дни ключим сердца прославляю воскрос слава Отцу, нехай пасхальная таємниця, яку ми тепер ушановуємо завсёды, проявляется во всех наших учинках и справах. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и благодарен верности Духа Святого, Бог разусе веки вечные. Аминь. Читание книгам День апостольских. В этой книге Филипп пришел в Самарийский город и обвещал там Христа. А люди годно слухали, что казал Филипп, чуючи и бачучи учиненные им чуды. З многих опантаних выходили великим криком нечистые духи, и шмат спарализованных и кульвадов было оздоровлено. И была великая радость в этом городе. Коли
апостолы в Иерусалиме почули, что Самария приняла Слово Божие, послали до их Петра и Иоанна, які, прийшовши, помолились за них, как яны приняли Духа Святого, тому что яшчэ не сыходил ни на колос, бо яны были только окрещенные у имя Пана Иисуса. Тады апостолы усклали на их руки, и яны приняли Духа Святого. В этом Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Скрикни Богу, вся земля, скрикни Богу, вся земля, скрикни Богу, вся земля, спевайте про славу Его на ім'я, прославляйте Его хвалу, скажите Богу, какие грозные справы Твои. Вскрикни Богу, вся земля, нехай поклонится Тебе вся земля и спевает Тебе. Нехай прославляє ім'я Твоє, прийдіть, уважте справи Бога, грозные справы Его над сынами человечими. Скрикни Богу, вся земля. Он зменил море у сушу, пешу перешли раку, там радовались люди, и он владарится своей моцы навеки. Скрикни Богу, вся земля. Все, кто боится Бога, придите и послухайте. Я расскажу вам, что Он чинил для моей души. Благословленный Бог, який не покинул моей молитвы и не позбавил меня милосердности своей. Скрикни Богу, вся земля. Читання першого послання святого апостола Петра. Миловане. Христа Пана святите у серцях ваших. Будьте завсёды готовыми дать отказ кожному, хто потребує від вас слова про вашу надію. Але робіть це лагодно, з болью Божией и добрым сумлением, как у тем, за что обговаривают вас як нашинцев, были оставлены те, кто знает ваше доброе житье в Христе. Бо лепі, коли у этом воля Божия, терпеть за добрые вчинки, чем за благие. Бо Христос однажды терпел за грех. Справедливый за несправедливых, как привести вас до Бога. Забитый в теле, але оживленный в духе. Это слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Pan z Wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Chwała Tobie, U той час Jezus сказал своим учням: «Коли любите Меня, будете заховывать Мои заповеди, и Я попрошу Отца, и даст вам іншого сутешальника, как был с вами навеки, Духа правды, якого свет не может принять, потому что не бачил Его и не ведает. А вы Его ведаете, бо Он с вами есть и у вас будет. Не покину вас сиротами, прийду до вас. Jeszcze krychu i świat уже не убачить Mnie. Вы ж бачите Меня, бо Я живу, и вы жить будете. У той день спознаете, что Я у Отцу Моим, и вы у во Мне, и Я у вас. Кто має заповіді Мої і заховує їх, той любить Мене. А хто любить Мене, того полюбить Отець мой, і Я полюблю Його і об'явлюся Йому». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сапраўды, читаючи сьогоднішню Євангелію, так як сказав на вступі до Святої Мши, у спосіб особливий похиляємося над словом «життя». Прочитали. «Ви ж бачите Мене, бо Я живу, і ви жить будете». Подчас великодных недель разные темы порушаются. Способ особливый. Сегодня похиляемся на этой теме життя. Чому? Бо Иисус Христос показывает, что життя это что-то вельми важное. И справді, маємо сьогодні дві сфери життя. Наше життя людське, а в якій маємо трощитися, бо навіть про це говорить 5 заповідь, не забивай. Czyli маємо вірити в себе, особливо у ці часи, что пануя у свете эпидемия, что каждый трошится, как здесь чогось не захвореть, дома, бо хвороба может знищить организм. И поэтому Иисус Христос звертає увагу, життя, чим є життя, яке це моє життя. Хтось тебе мудро сказав, що не питай, що ти маєш зробити, але запитай, що ти робиш, як добре жить, чим твоє серце живе. Вельми мудрые слово. Иисус Христос, як поглядів, помер, отдав своє життя, але отдавши своє життя, набув нове життя. Життя лепше, життя, яке сьогодні переходить у сферу життя вічного. І про це говорить Святе Писання. І у нас пригадує для цього вічного життя, яке ми маємо пережити у спосіб особливий. Але на чим воно це наше життя повинно опиратися? Вельми часто мы думаем, что живем, а мы не живем. В який це спосіб? Та якась така анекдотка. Собралася 4 директорів 4 різних півзаводів. І собралися у барі. Прийшов перший і собі замовив пиво Кельзман. Прийшов другий, собі замовив пиво Хайнекен. Прийшов третій, собі замовив пиво Аліварі. Прийшов четвертий і собі замовив Кока-Колу. І всі так: а чого ти не пиво? А той четвертий говорить: ну, поскольку ви не п'єте пиво, то я собі теж не брав пиво. Зрозумієте? Так само це саме в нашому житті. Хтось скаже: я сьогодні був у гості. Був у гості? Чи напевно був у гості? Ну ні, може не був у гості. Ти, може, просто був у будинку в гості. Але чи ти був на Евхаристії? Бо Евхаристія – це один такий удар серця. Один удар серця. Бо коли хто любить молитву, то він до неї приходить. А коли хтось не приходить нам з примусу, бо так говорить Божа заповідь, бо так хтось його примушає, то воно триває в годину. По справжньому Евхаристія, бо тут Єсус Христос віддає за кожним разом
свое жыццё, потому что как мы имеем жыццё вечное, как мы имели жыццё у им, и как мы, дякуючи этому, что Иисус Христос отдал жыццё, мы свое жыццё так само спознали. Что треба робить, как наше жыццё было сапраўднае? Ну, поглядим, что сегодня говорит нам первое читание до этого. Ведаем, был Филипп апостол, шмат добра робил, пришел в Самарайский город и обещал нам Христа. Люди слухали его, приходили, и он их оздоровлял, шмат добра там творилось. Апостолы про это доведались, вельми добро. И здecydowali, что пошли Петра и Яна на допомогу. И что через Петр и Ян, когда приходят до Филиппа? Поглядите, что сегодня читаете. Когда пришли, послали до них Петра и Яна, якія, пришедши, помолились за них. Глядите. Не пришли, не одразу не говорили, ходите сюда, мы за вас здоровьем, дадим все, что вам потребно. Нет. Помолились за них. Помолились. Бо молитва дає життя справдне. Молитва. Яка це моя молитва? У чим вона проявляється? У чим я прошу? Бо справді, вельми мудро, де моє серце, там я за тих людей молюся. Так, ким я і живу, чим я живу, якое це моє життя. Як я молюся у хаті? Чи я справді клінчу і прошу Пана Бога, а в чим мені потреба? А може так? А в якихось таких справах часами смешных. Так вот и анекдот. Пришел злодей, как обокрасти господаря. Это было на вёсце у хате. Ну и стоял возле окна и чекал, аж господар будет спать. Але господар выключил свет, клинчил перед ложком, зробил знак крыжа и молится. Боже, очисть меня! Это злодей за окном говорит. Обрадовался. Очищу! Господар таки рады, что молитва его не почує. Вот и соседа моего очисть, злодей, очищу. Вот и брата моего очисть, злодей. А это я успею. Сами, есть так само в нашем житті. А в чим я прошу Пана Бога? Що я шукаю? Які мгновення моєго серця? До чого моє життя має істи, імкнутися? Як я молюся? Яка це моя молитва? Такая история святый Францишек Салезский, когда ехал на коне, встретил человека, который ему сказал, ведаешь, что я как молюся, мне ничего не перешкоджает. Я целиком в своей молитве отговариваю лучности с Паном Богом. Мне ничто меня не отбивает. Святый епископ подумал, посидел, говорит, добро, отговори молитву «Отче наш». И когда говоришь молитву «Отче наш», ты отдал тебе этого своего коня, на який приехал. А так, соправду, ничего не думаешь. Добро, и как ты начал. «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое». И тут, прорывая молитву, говорит, а седло тоже относи. Говорит, нет, или коня, или седла, ты не понимаешь. Так само, чем есть так наши... Молитва – это шерстили не тяжко. Мы начинаем с правды «Отче наш», а здесь за хвилинку уже думаем о наших справах. В усты вымовляем слова, какие мы уже знаем на память, а не в думках мы уже думаем шерсти другим. Затем, браты и сестры, чим есть это життя, для якого нас сьогодні захочує Ісус Христос. Бо за правди у першому читанні послання святого апостола Петра мы читаем, что справдное життя дає нам Бог, коли посылає Духа Святого. И мы этого Духа Святого уже отнимаем. Забитые у теле, але оживленные у Духу. Про этого самого Духа Святого говорят Деяния апостольские. Тогда апостолы усклали на их руки, и они приняли Духа Святого. И про этого самого Духа Святого говорится в сегодняшнем Евангелии. Я попрошу Отца и даст вам іншого сутешальника, как был у вас навеки, Духа правды. Духа правды. Вот только человек у Духу. Мы сегодня являемся христианами, мы
Мы з'являемся тими, до кого це спосіб особливо тичиться. Но ми этого Духа Святого вже отримаємо. Але чи ми этого Духа Святого отримаємо, як биться правді з Паном Богом? Бо Пан Єсус говорить, Пане, бо Святое Писання говорить, Пане, ти маєш слово життя Божого. Слово життя Божого. Бо слово оживляє. Слово без Духа Святого воно нічим не з'являється. Тільки дякуючи Духу Святому. Ми маємо читати Святое Писання, маємо над ним похилятися неоднократно. Бо як же з цим Святим Писанням? Вельми мудро, хтось сказав, що з Святим Писанням як з жінкою. Бо до правдивої жінки треба підходити кілька разів, треба домовитися з нею на зустрічу якусь, на так звану рандку. Треба купити їй шмат квіток, як їй преподаватися. А в Святым Писании так само, треба неоднократно над тим похилитися. Хтось один раз відкриє Святое Писання і скаже, я його не розумію. Ну, конечно, що ти другого чоловіка розумієш, а що ти розумієш само по собі часами у своїх поступах, у своїх речах, які ти робиш у сценаруванні. Ні, не розумію. А ти хочеш розуміти Святое Писання за одним разом. І так само нас це сьогодні захрушує. Нам усім потрібно відати, хто сутішальник. Треба це сутішальника Бога всегда говорить. Чому? Бо ми любимо, як нас хтось сутішує в наших тяжкостях. Як хтось доцінив те, що ми зробили, що нам не тяжко праця, часами подохилось. Но не є, хтось скаже, твій обов'язок виконувати цю працю. Але часами тяжко мені виконувати, це мій обов'язок. Тому може я до цього і вчився, може посвятив шмат часу свого життя. Брати і сестри, підсумовуючи, життя собрал меня забыть, нам треба молиться. И этой молитвы на сегодня захочу говорить Иисус Христос, что я вас не оставлю с ним, а пошлю вам Духа Святого. Веру в единого Бога, Отца Всемогущего. Творителя неба и земли, всего вашего и неважного, и у единого Бога Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца наружного, Верующими веками, Бога от Бога, світло от світла, Бога справедного от Бога справедного, народженого і створеного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, Ён для нас, людей, для нашого збавлення, прийшов з неба, і втіловився от Духа Святого, з Дівни Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який вислуховує молитви і спасає наше серце Духа Святого Сутішальника, узнесем покорные просьбы. Молимся за святый костел, поживленный Духом Святым, и Он умел у кожную хвилину распознавать и выполнять волю Бога Отца, Тебе просим. выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов костела, как выполнили свою миссию в лучности со своим Паном и наставником, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яким не хапає людської любові, як спознали в своїм житті любов до Христа, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об уратовании світу від небезпечної хвороби в інтенції усіх захворевших, так само за лікарів, за працівників служби охорони здоров'я і за померлих. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об добром надворье, как на земле не было голоду. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных ради алтаря Пана, как Божие Слово было для нас крыницей моцы и святла во усім нашем житті. Тебе просим.
Выслухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, выслухай наши молитвы, якие мы для Тебя возносим учеников, мы верно служили Тебе, тут на земле и были годны оглядать Твою хвалу вечности. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Я верую, Пане мой, всю мою жизнь, и теперь я Твой назавсёды. В это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Тебе клянусь, Пане мой, всю мою жизнь, и теперь я Твой назавсёды. В это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Я верую, Пане мой, всю мою жизнь, и теперь я Твой назавсёды. В это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Молитесь, браты и сестры, молю и ваши охвяру Богу, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог примет оферу рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Ojcze Niebiesny, niechaj wzniosą do Ciebie nasze молитвы и офяры, а очищенные Твоей лаской мы стали годными удельничать у сокровенных Твоей великой любови праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами и с духом Твоим, укору сердце. Узносим для Пана, подякуем Пану Богу нашему. Она это исправляема. За правды годна, верна и справедлива, слушна и славна, как мы Тебе, Пане, завсёды славили. А особливо в этот час больше урочисто вещами Твою хвалу. Кали Христос был охвярованный от нашего Пасха, Бою собранное ягнё, и Он взял ради свету и свою смертью веровав нашую смерть, вернувши нам житье праз свое мертвых повстание. Тому, откупленное человечество во всем свете, радуется у воскресению Христа, а хоре анёлов разом с усими святыми śpiewają Tobie im chwały, niespłynna uskikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осознанно вышиня. Благословенный Той, кто приходит в имя Пана, осознанно вышиня. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святости, тому у едности з усім Костьолом
У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, просім Цябе, усемогутный Боже. Освяти моцаю, освяти гэтыя дары разум Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom do wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuszy: «Bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dzieła odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престя в хвале. Uspomínając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, pochwalujemy Ciebie, Panie, chleb życia i kielich spałlenia, dziękuj, czyż to uczynił nas wodnym i stajać nad Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсеяний по всім світі, удосконаливав любові, разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які апостолі в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволив убачить святło обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, ангелами, святым Яном Павлом II, святой сестрой Фаустиной и усіми святыми, які спрадвеку подавалися Табе, каб зрили мы, хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и во Христе, Табе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся сказать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого, дай ласкаво супокой в дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованы всякого неспокою, czekali исполнения счастливой надеи и прийща Спасителя нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам».
Prosi, nie zważaj na graki nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a darujcie uspokoję i jedność, jaki żyjesz i balagarnisz na wieki wieczne. Ja, Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, як і віречна вся і святу, змилуйся нами. Ранку Божий, як і віречна грехи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, як і бережнося від грехи світу, а дари нам супокоє. Boś Baranek Boży, boś Той, хто бере на себе грехи світу, благословляй я покликанный речи Твою. Пане, я не варвар, как Ты упадешь на меня, але скажи только слова, и будет оздоровлена душа моя. Номер 62. Вытирайте, прогоняйте сердце вы, песни радостно спевайте, ай учите веселый смех. У восторга над панами, и он живее разом знаний. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя, что для Пана варты зброя, камень перешкодных всех, не стремает злая воля, что нам жить несет. Нищий Бога, кто старался, надаремно намагался. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Бог могутный, Бог натуры, что створил земный обшар, вышел с гробу, знищив муры, беснародный благодать. Отдавай идола зброю, не владая собою. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Иисус Христе, дай избавление, да лучи нас усих. Раз Твое воскресение, да супольности святых, у небе вера Сына Божий, ай хвалу возносить должны. Аллилуйя.
Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты брат мертвых по устанию Христа, отроди у нас до життя вечного. Помножь нас в плен пасхального сакраменту, и умацуй хлебом збавление наших сердц, и крас Христа Пана нашего. Аминь. Объявы душпасторские, 6-я неделя Великодная. 20 мая у середу споведь святого Бернарда Сиенского, presbitera. 21 maja u четверг у костеле отзначаем урочистость у небовшестя Пана. Поэтому у нас святые имши отбудутся двойчи у 8 раницы и у 19 у вечере. 22 мая у пятницу успомин святой Рыты Законницы. И 24 мая у неделю будем вспоминать на святейшую Панну Марию, успомоги христиан. Musimy tak wyglądać. Весь этот месяц после святых имшаў вечеровых отправляются маёвые набоженства. Захочують об этими маёвыми набоженствами молиться у дома, просячи, как Бог уратовал свет, а так само об вертании для каждого из нас. У наступную неделю, 24 мая, святая имша о 12 године, коли на это дозволит надворье, отбудется так само на половом алтаре, так и сегодня. Дякуючи Божому благословению и вашей добрині, будова нашего санктуария триває. Поэтому дякую всем за складанные ахвяры, которые складаете на тарту, коли кто не ведает, что с грошами зробити, можете принести. Я ведаю, куди їх уложити, як вони дома принесли якісь прибуль до того будучи життя вічного нашого. Возим песок потихоньку, засыпаем это на более-менее 360 метров кубических. Столько нам треба привезти, по 11 рублей, що возьмем куб земли, песка. Так само закупил смеси, штукатурить уже внутри, потихоньку сами отличные. Ну, wiadomo, praca idzie. Скільки грошей мені сталося, всі туди видав, а не буде грошей, то спокойся і поїду жарувати далі, коли Бог дозволить знати. Ksiądz Aleksander 19 maja 2020 года будет переживать другую годовщину святарских посвящений. Поэтому будем его интенции в 19 годин подчас Святой Имши 19 мая молиться. Тут в этой каплице, коли кто хочет, там можно провести, а коли нет, хоть один раз Витай Мария сделал каждому дому, нехай говорить, как был добрым и святым святаром. Вот треба начать святаром. Дякую за ахвярование на будову святыни, за спев явравлю литургичный, за проверание каплицы, територии вокруг її і тим, хто дежурив. Так само хочу подякувати молодому чоловіку, який прийшов, скосив вокруг. Я відомо, не треба шукати. Я завжди вельми вдячний таким людям, які самі позвонили, запитали, що, де, як. А мать всю територію вже розкосив добровольно. Даже бензина не хотел, где добрый человек. Нехай добрий Бог йому вдячиться. Нехай добрий Бог вдячиться. Я завжди радуюся, вірю, що хоч комусь залежить, тільки нам, ксензам, а так само, що хтось трошиться порадки, так само вокруг території. Бо я теж мог так само сказати, що Олександр так само не косив його тому назад, але хтось приходиться. Нехай Бог вдячиться. Помолимся за тих, хто на этом тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родів дітей, за добродіїв, передавцю нашої правди, так само обновить добродіїв Євгенства Санктуарія Божої милосердності, і за нас заручаючи кожного по особу, хлопець, Маті Божої Рожанцової. Твоєю паролою молимося. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молением нашим, и от усялякой злой приходы
выбавляй нас завсюди. Панна поведная и благословенная, Похвани наша, опекунка наша, Утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдай. Поскольку завтра будем переживать 100-ю годовщину народзінаў великого папы, так званого Яна Павла II, да, сегодня праз его заступніцтва помолимся в інтенції нас усіх після кожної святої мши, якої молитву сьогодні відмовляємо. А завтра відбудеться ще набаженство. Святий Ян Павле II, отзначаючи юбілей 100-годия з дня Твоего народження, дякуємо за Тебе, Богу, за то, что с Евангелием в сердце и на устах Ты пришел по свете, не обминувши духовным клопотом и нашу батьковщину, отродивши костельные структуры Беларуси. Мы дякуем за Твою святость, за мудрость и мужность, за Твою молитву и апостольскую рубливость, за Твою усмешку, что обмужала надею. Дякуем за усіх тих, кого Ты привел до Христа, за утешение и неспокой сердца, який принес поєднання. У Тобі, святий Яне Павле II, Бог показал пригожость и годность человека, створенного на Его образ и подобенство, научил нас быть людьми для Бога и для іншого человека. Святий Яне Павле II, Ты уклепчил перед своей хрестильней. У супрацовництве з лаской к росту Ты реализовал у житті покликання на святарство. Допоможи и нам принять и реализовать это наиважнейшее Божье задание. Святый Яне Павле II, апостол поєднання, Ты примирил поміж собою шмат людей, потерянных и ворожих. Выпроси поєднання для наших серців, сім'їв і народів. Наставник, який слухав і обвящав Євангелія Христа, учи нас приймати правду Божого вчення і бути в ній святлом нашого покликання. Святар, удельник вічного святарства Христа, який прийняв ласку покликання і посвячення, випросить для нас святих святоров, цілком відданих Божому володарству і молитві, повних покорі і довіри, готових до супрацовництва с духовенством, консекрованными особами и светскими верниками. Як пастир, Ты брав приклад з пастира, який на крижі віддав життя за своїх овечок. У Тобі ми бачимо образ Христа, доброго пастира, і разом з Тобою ідем за ним з довіром, що будем оборонені від волков духу подману і темри. Випроси для нас дух апостольской рубливости, дух мужности, как Христос узрастал у нас и праз нас. Верный Сыне и керовник Костела, наступник святого апостола Петра, умацуй нашу любовь до мистичного тела Христа, Его святого Костела, умацуй папу Франтишка и всех пасторов Костела в рубливости, любови и одинстве. Ты дал нам приклад любови до Марии, Мати Иисуса и Мати Костела. У Тебе мы желаем научиться доверять бездоганной Марии и цалком присвятить ее самих себе у Духу Тотус Трус, увесь Твой. Просим, надеи, учас великого выпробования и темы, выкликанной пандемией коронавируса, что подобно до молитвы у Олимпийском саде и смерти на Кальварии. Нехай Твой приклад нестовной молитвы ружанца адорации будет для нас узором захвачивания и обязательства. Мы столько разов звертались до Тебе, Отче, святый Отче. Твой приклад и Твое учение нехай допомогут нам убачить милосердное обличие Отца, якое Ты сужирал у Христе. Просим за батьков, как они с любовью реализовали свои покликания. Нехай они підтримують женщин, допомагають їм бути добрими матями,
відкритими для нового життя серця хатнього костюла. Святий Яне Павле II, ты был нам близкий как человек, святая и папа, коли наставлял, молился, терпел и помирал. Будь с нами и благослови с окна дома небесного Отца. Просим Тебя об этом праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. Похилите головы на благословение. Бог, який развертый повстание своего одинародного Сына, спасал вам дары откупления и усыновления, нехай благословить вас и наполнить духовною радостью. Амен. Откупитель Иисус Христос, единорожденный, назавсёды оградил вас сохранной свободой, нехай даст вам уделу вечной спасшие. Амен. Проскрост из мертвых повстали с Христом веры, нехай праведное житье вас поедает им небесной чине. Амен. Благословение всемогутного Бога, и Отца, и Сына, и Духа Святого, нехай сыйде на вас и достанется назавсёды. Амен. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амин. Святый Боже, святый Господи, святый есть народный, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый есть народный, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый есть народный, zmiłuйся над нами. Отражай голод войны заразы, породи нас, Боже, от гробовной и неспасенной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешные, Тебе Бога просим, выслушай.